Рекордсмены по обещаниям. 6 партий, прошедших в Джугурку-Кенеш 6-го созыва, в предвыборной гонке дали 745 письменных обещаний на сайтах партий, в новостях, брошюрах, плакатах и так далее. Мы посчитали, сколько дала обещаний каждая из партий, предварительно разделив все обещания на 3 сферы – экономическую, социальную и политическую. Исследователи пришли к выводу, что больше всего обещаний дала партия Бирбол. Только в сфере экономики члены этой партии дали более сотни обещаний, оказались Кыргызстан и Республика Таджурт. Обещал – выполняй. Мониторинг реализации предвыборных обещаний политических партий, прошедших в парламент, показал, что депутаты Джугурку-Кенеш уже реализовали примерно 42% от обещанного. Самыми верными слова оказались депутаты Республика Таджурт. Меньше всего обещаний выполнили Бирбол и СДПК. Многие обещания парламентарии не осуществили из-за того, что они изначально были неосуществимы, так как либо не входили в компетенцию правительства или иных государственных органов, либо были слишком абстрактными, без указания механизмов реализации, источников финансирования конкретных сроков исполнения. Несколько примеров обещаний, которые же Джугурку-Кенеш не в силах реализовать. Увеличение доходов граждан 2 раза. Создание 350 тысяч рабочих мест, снижение уровня безработицы с 8 до 5%, достижение показателя обеспеченности жильем кыргызстанцев, сравнимого с уровнем в соседских республиках. 18 квадратметров на человека, запуск более 90 новых малых ГЭС, суммарной мощностью более 180 мегаватт, создание экономического и бизнес-центра Евразийского пространства в Бишкеке. Законотворцами в парламенте являются депутаты СДПК. Члены этой партии выступают инициаторами каждого второго законопроекта. Всего же за первый год деятельности в Джугурку-Кенеш 6-го созыва было рассмотрено 150 законопроектов, 120 инициатив по внесению изменений и дополнений в действующие законы и 30 полноценных законов. Из инициированных депутатами законопроектов уже подписано 53. Далеко не все законопроекты одинаково полезны. Депутаты нередко занимались откровенно популистскими и бессмысленными законотворчеством. Так, например, СДПК и Бирбол инициировали создание проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Звучит вроде бы солидно, однако в реальности поправки в закон были направлены на сокращение размеров фондов депутатов с 40,5 тысяч сомов до 40 тысяч сомов. В результате закон об изменениях был подписан. Теперь законотворцы получают на 500 сомов меньше, чем раньше, и, видимо, безусловно, от этого страдают.